Добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем нашу работу. Вот эту фразу я сейчас себя поймал на мысли, что я произношу уже 100-й раз. Уже почти 3 года назад мы с вами приняли решение и искали инструменты для того, чтобы приблизить нас к бизнесу, для того, чтобы создать для бизнеса прозрачный, прямой, ответственный, компетентный мостик, чтобы мы могли взаимодействовать, вам помогать бизнесу. Только последовательно, когда мы работаем, регулярно работаем, тогда появляется успех. Поскольку это 100-й инвестиционный час, это, наверное, какой-то момент для того, чтобы мы подвели определенные итоги. Первое и самое главное, я уже сказал, что это создание определенного мостика доверия между бизнесом и властью. Через нашу работу совместно пропустили более 500 новых предприятий, новых производств, больших, маленьких, но, как правило, мы здесь рассматриваем большие проекты. Второе, что благодаря нашей совместной работе мы в том числе вошли в 5 наиболее инвестиционно привлекательных регионов страны. И мы, собственно, намерены продолжать также быть в топе регионов, которые привлекательны для бизнеса. Третье, что несмотря на сложности, которые вот уже 2-й год вызваны пандемией, мы, тем не менее, обеспечиваем рост инвестиций, мы обеспечиваем рост внутреннего валового продукта. Мы тоже, несмотря на то, что и высокая база, и что мы работаем в условиях существенных ограничений, тем не менее, инвесторы идут к нам и инвестируют. Четвертое, мы с вами здесь в ходе наших инвестиционных заседаний, в ходе обсуждений не только рассматриваем, но и решаем с вами системные вопросы. Именно здесь, в общем-то, родилась наша идея о том, что мы если мы хотим быть эффективными во внешнеэкономической деятельности, мы должны искать партнеров и создавать инфраструктуру. Именно здесь мы обсуждали создание представительств в Австрии, в Казахстане, в Беларуси. Именно здесь мы рисовали контуры наших поездок, задачи ставили. Именно здесь мы принимали решения, обсуждали, какой будет наша особая экономическая зона Алга. Именно здесь мы напитывали экономическую зону Алга, строили инфраструктуру и, соответственно, привлекали инвесторов. Поэтому, уважаемые коллеги, я с уверенностью могу сказать, что этот институт нашей работы, этот инструмент нашей работы оказался очень эффективным. И сегодня, конечно, я хотел прежде всего, редко, наверное, от меня звучат похвалы, я членам инвестиционного комитета всем хотел сказать большое, глубокое спасибо, слова уважения за вашу работу, потому что мы здесь решали действительно сложные проблемы, за последовательность, за настойчивость в работе, поэтому огромное спасибо. Ну и, конечно, огромное спасибо всем тем, кто нам поверил и инвестировал в нашу республику. Приступаем к повестке дня. Уважаемый Ради Фаридович, уважаемые участники совещания, постараюсь очень кратко остановиться на основных результатах, с вашего позволения, нашего инвестиционного комитета. В текущем году отмечается рост инвестиций в основной капитал, объем которых за счет всех источников финансирования по полному кругу организации республики составил около 245 миллиардов рублей. Что касается эффективной деятельности территории опережающего социально-экономического развития, здесь мы имеем 2-й результат в стране. Это тоже точечные и отчеты, и рабочие группы отдельные, результаты которых докладываются на инвестиционных часах. Хотелось бы, конечно, сказать, что вот та информация, которая прозвучала, 396 инвестиционных проектов с начала запуска инвестиционного комитета, 815 миллиардов рублей. Наибольшее количество рассматриваемых проектов в 2 сферах – это сельское хозяйство и промышленность. 140 проектов в сельском хозяйстве мы рассмотрели, 120 проектов в промышленности и энергетике, 272 миллиарда рублей в сельском хозяйстве, 240 миллиардов рублей в промышленности, ну и все те остальные сферы, которые у нас отрабатываются. Немаловажным стало участие наших представительств за рубежом в нашей деятельности. Если в начале деятельности или в начале работы инвестиционных комитетов инициаторами или сопровождающими наших инвестиционных проектов были отраслевые ведомства, то вот в этом году у нас наши представительства и Министерство внешнеэкономической связи тоже начали инициировать инвестиционные проекты. Меры поддержки определены на сумму свыше 21 миллиарда рублей за
время работы нашего инвестиционного комитета. Налоговых льгот было выделено более 10 миллиардов рублей, непосредственных субсидий более 11 миллиардов рублей. Кроме того, инициаторами также заявлены меры поддержки по оформлению земельных участков. Здесь в точечном режиме было выделено по приоритетным инвестиционным проектам 60 площадок республиканских в кратчайшие сроки. Также здесь, конечно же, хотелось поблагодарить все институты развития и органы исполнительной власти. В республике действует, мы запустили и согласовали на инвестиционном комитете инструмент Центра привлечения инвестиций. Со всеми ведомствами у нас есть дорожная карта, мы ее отпилотировали. Со следующего года начинаем реализацию и точечный мониторинг реализации дорожной карты по привлечению инвестиций. У каждого ведомства есть план по привлечению инвестиционных проектов и сопровождению инвестиционных намерений, которые у нас есть. Следует отметить возрождение инвестиционной активности крупных холдингов и корпораций. Это и Башкирская содовая компания, и предприятие Ростех, которые в точном режиме и участие главы Республики Башкортостан, премьер-министра правительства возобновляют свою инвестиционную активность. Мы стали одними из первых по отработке всех федеральных инициатив. Это и соглашение о защите и поощрении капиталовложений, это и инфраструктурные кредиты. То есть всем, уважаемые коллеги, большое спасибо. Ну и, конечно же, здесь непосредственно, как я уже сказал, одним из направлений является экспорт. Мы сегодня создаем в каждом нашем преференциальном режиме и в инфраструктуре отдельный приоритет в отношении экспортно-ориентированных компаний. Ну и, уважаемый Ради Фаридович, я бы хотел от всех членов инвестиционного комитета поблагодарить за вот эту принципиальность, с которой вы подходите к работе инвестиционных часов. Я вот только сегодня хочу показать, вот, вернее, коллеги, это поручения, которые мы носим с собой, каждый листочек по 5 поручений. Просто так у Ради Фаридовича поручения не снимешь по реализации инвестиционного проекта. И у нас на связи 3 предприятия по 3 отраслям. Сегодня они тоже хотели бы отчитаться о реализации наших инвестиционных проектов. Первое, с вашего позволения, Ради Фаридович, инвестиционная программа развития общества с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Базы», Чекмагушевский район. На связи генеральный директор Соколов Вадим Васильевич. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Ради Фаридович, уважаемые участники инвестиции. Мы инвестиционную программу включили в июне прошлого года. Мы сегодня находимся на строительной площадке в стадии завершения строительства фермы. В ближайшее время завершим. Остаются работы по благоустройству территории, также дороги, небольшая часть, вот, которые выделили 15 миллионов рублей, 7,5 мы освоили. И практически всю работу планируем завершить к лету этого года. Ради Фаридович, вам огромное спасибо за поддержку. Получили дотацию на технику. Этот неурожайный год, конечно, это, кстати, очень так помогло. Готовы и дальше работать. Приглашаем вас в гости. Спасибо. Спасибо большое. Ильшат Ильдуш здесь, да? Ильшат Ильдуш, вот завершается, я так понимаю, проект, да? Да, Ради Фаридович, наш сегодня завершается. Вот Вадим Васильевич бы не решился построить вот эти фермы. Видите, они очень большие, красивые, они очень такие вот требующие больших вложений. Пройдя через час, Вадим Васильевич решился, что он не один, и он еще построил. Обещает, правда, еще построить. Ну, дальше посмотрим. Так, вся поддержка, которая должна была, вот мы закрыли технику за 2020 год, закрываем скот. Он сейчас дальше продолжает. Не просто сама ферма, это будут экологические фермы. У него еще дополнительно будет переработка навоза. Вот если видите, подстилка, это будет переработанный навоз, который обратно возвращается. Поэтому все, что необходимо было сделать, мы сделали. Ждем продолжения. Вот, Вадим Васильевич, я, собственно, это и хотел. Вот эту страницу, я так полагаю, ну, там добьете, ее нужно закрывать, и она уже начнет генерить доход и так далее. Планы какие у вас дальше? Мы же не отстанем, там, какие дальше планы по развитию? Спасибо. Планы дальше работать. Но пока надо, значит... Давайте договоримся, вы там месяц-два подумайте, Ильшат Ильдуш, мы вернемся. Вы деятельный человек, опытный человек, предприятие очень успешное. Вам, конечно, огромное спасибо, всегда говорим. Спасибо вам большое. Рекан Фанильевич, есть что-то сказать? Ну, добрый день, уважаемый Ради Фаридович. Действительно, вот по
с 25 июня много сделано, и на сегодняшний день мы находимся на территории прекрасной фермы, которая предназначена для 430 голов. На сегодняшний день по завершению заводятся телки. Я хочу сказать, и Вадим Васильевич, у нас он номер один аграрий, и другие хозяйства берут пример и идут по этому примеру. Потому что сегодня нужно создавать условия и как коровам, так и людям, которые работают в этих помещениях. И, конечно, конечной целью это получение продукции высокого качества и, конечно, финансовое благополучие хозяйства. Я надеюсь на то, что остальные хозяйства будут и дальше строить прекрасные такие же помещения. Мы со своей стороны, Раиф Фарич, тоже будем помогать. Вот именно в первую очередь это дороги, которые выделили Раиф Фарич с республиканского бюджета. Мы за счет своих местных средств, вот небольшие дороги тоже будем гравийным покрытием тоже оказывать помощь. Хорошо, спасибо большое. Ждем, Раиф Фарич. Спасибо. До свидания. До свидания, Раиф Фарич. Спасибо большое. Второй телемост, Ради Фаридович, это у нас важный проект. Очень много внимания вами, Андреем Геннадьевичем и командой было уделено особой экономической зоне, поэтому второй телемост – это создание современной автоматизированной швейной фабрики по производству рабочей одежды в Республике Башкортостан, Ишимбайский район. На связи генеральный директор промышленного объединения «Аркада» Романов Евгений Сергеевич. Евгений Сергеевич, как нас слышите? Здравствуйте, слышу вас замечательно. Уважаемый Ради Фаритович, уважаемые участники инвестиционного комитета, здравствуйте. История создания данной швейной фабрики началась именно с рассмотрения проекта 17 января 2020 года на заседании инвестиционного комитета Республики Башкортостан. В последующем, при содействии корпорации развития и правительства республики, нам удалось получить статус резидента особой экономической зоны, который позволяет нам воспользоваться всеми мерами государственной поддержки, предоставляемыми компаниям с таким статусом. Кроме этого, в процессе реализации проекта мы привлекли льготное заемное финансирование по линии Фонда развития промышленности для приобретения технологического оборудования на сумму порядка 139 миллионов рублей. Швейно-вышивальные машины и раскроенные комплексы уже завезены на территорию предприятия. Ну и в заключение хотелось бы выразить слова благодарности всем тем, кто принимал и принимает участие в реализации нашего проекта. Лично вам, Ради Фаритович, а также правительству республики, Министерству промышленности, Министерству экономики и финансов, Министерству труда, а также лично генеральному директору корпорации развития. Спасибо. Хорошо. Наиль Шамильевич, два слова скажете? Буквально два слова, побольше бы таких инвесторов, которые параллельно со стройкой ведут свою стройку, вот как Артагра, как Аркада. Ну, с такими компаниями приятно работать, мы как-то рука об руку вместе идем, то есть мы за ними даже, наверное, поспеваем. Вот уже всего лишь год прошел и уже готовы к открытию. Дай бог. А вот еще Азоспорт у нас в каком состоянии там? Ради Фаритович, могу доложить по Азоспорту? Давайте. Сейчас на данный момент завершены основные земляные работы. Работы вышли из нуля. То есть сейчас на данный момент проведен тендер и определена компания, которая поставлять нам будет металлоконструкции. Срок поставки в соответствии с заключенным договором и с учетом разработки КМД составляет 60 месяцев. Хорошо, там надо Минспорту дать поручение, чтобы он вышел на акционера, чтобы мы понимали объем, который мы можем брать. За эту компанию надо держаться. Хорошо, дальше. Спасибо. Спасибо большое. Еще один телемост, крайний телемост, строительство завода БИТ по производству настенных и напольных электротехнических корпусов для центров хранения и обработки данных, Уфимский район. На связи коммерческий директор Элком Титов Евгений Александрович, комментарий Министерства промышленности. Вилорий Петрович у нас здесь очно находится. Евгений Александрович, вам слово. Как реализуется инвестиционный проект? Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Ради Фаритович, уважаемые участники инвестиционного часа. От лица компании рад приветствовать вас. Ради Фаритович, благодарю за возможность сказать вам спасибо за такую меру взаимодействия, как инвестиционный час. В 2018 году наша компания была одной из первых, кто вступил в эту программу, поучаствовал. Мы до конца не верили, но спустя время показало, что данная мера была очень действенной и позволила нам получить поддержку. Благодаря вашим поручениям мы получили льготные займы от Фонда развития промышленности Республики Башкортостан.
от региональной лизинговой компании, получили значимую помощь от Корпорации развития Республики Башкортостан. Все эти меры поддержки позволили нам в декабре 2020 года ввести в эксплуатацию здание завода «Илком». И спустя год, в декабре 2021 года, я с гордостью могу представить вам нашу продукцию, которая по качеству не уступает ведущим мировым лидерам. И мы очень успешно конкурируем с ними. И это отметили ведущие российские компании, с которыми мы уже ведем переговоры на поставку. Анатольевич, вам спасибо большое, что поддержали их, и спасибо большое. Это очень правильно. Пожалуйста. Уважаемый Ради Фаридович, у нас инвест-часы начались 15 ноября 2018 года. Илком у нас заявился на втором инвест-часе. То есть это одна из первых ласточек. По сбыту продукции мы сейчас отрабатываем, будем развивать дальше. Ну что, тогда, Евгений Александрович, желаем вам удачи. Ну, вот как мы здесь на инвест-часе говорим, вот как только вы завершили проект, мы его уже не вспоминаем. Все, он нам уже не интересен. Мы смотрим в будущее, поэтому ждем от вас новых идей. Мы рады участвовать в новых инвест-часах, в новых инвестиционных проектах, ставить амбициозные планы и добиваться результатов. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. Уважаемый Ради Фаритович, уважаемые участники совещания, два инвестиционных проекта сегодня к рассмотрению. Первым предлагается к рассмотрению инвестиционный проект строительства и ввод в эксплуатацию завода по производству синтетических высших жирных спиртов. Инвестор компания «Фарус». Объем инвестиций 12 миллиардов рублей. Слово о концепции реализации инвестиционного проекта предлагается Фаттахову Ленару Фаритовичу, председателю Совета директоров компании «Фарус». Пожалуйста, Ленар Фаритович. Уважаемые господа, дорогие земляки, уважаемый Ради Фаритович. Наша компания, акционерное общество «Фарус», специализируется на инновационных и технологичных решениях для нефтегазовой и нефтехимической отрасли. Компания входит в состав членов Российского союза промышленников и предпринимателей, является производителем реагентов для добычи и подготовки нефти. Стратегическими партнерами являются ведущие институты страны, Институт Менделеева, нанотехнологии, новые материалы, Институт имени Платова, Южно-Российский государственный политехнический университет. Накопленный научно-технологический потенциал позволяет компании успешно внедрять и использовать инновационные решения. Одним из таких инновационных решений как раз таки является наша технология получения синтетических высших жирных спиртов из этилена методом алюминий-органического синтеза. Данный проект планируется к реализации не только в рамках стратегии импортозамещения, но также как восстановление, локализация и имплементация уникальной технологии в весь нефтехимический комплекс Республики Башкортостан. Реализация данного проекта на территории республики удовлетворит потребность всего внутреннего рынка Российской Федерации, а также даст серьезный толчок к развитию и появлению новых производств в химической отрасли и в косметических отраслях. Производственная мощность планируемая 48 тысяч тонн. 48 тысяч тонн обеспечит всю потребность российских предприятий и также даст возможность экспортировать продукт в страны СНГ и ближнего зарубежья. Вот я правильно понял, да, что вы хотите в нашей Алге, да? Алга, да. Это наш продуманный вопрос, да? То есть земельный участок уже присмотрели, да? Присмотрели земельный участок. Сколько гектаров вам под номером 3. 10 гектаров. Всего 10 гектаров, да? Для такого. Угу. Хорошо, с этим понятно тогда. Так, все необходимые вытекающие из приоритетного проекта преференции будут налоговые и так далее и тому подобное. Я вот сейчас смотрю. Так, а вот скажите, привлечение заемных средств. Мне просто любопытно. Первый вопрос, который мы задаем, какие деньги? Значит, объем инвестиций в данный проект 12 миллиардов рублей. Из них сама компания «Фарус» профинансирует 1 миллиард 200 рублей, а оставшаяся сумма – это ВЭП РФ. А, то есть уже продумано. Да. Ради Фаридович, здесь самое важное, что они будут на сырьевых потоках «Газпром» нефтехимсалават. Им да, нужен этилен для производства. Этилен основной сырье. То есть, исходя из этого, они конкретно рассматривают эстакаду от территории ГПНС до их площадки размещения на ТРЦ. Прекрасно.
То есть самое главное это. Значит, нам, наверное, надо взять на себя, в том числе какие-то переговоры вам организовать с Газпромтехником Салаватом, да? Или вы уже сами начали с ними работать? Мы параллельно ведем переговоры, да? конечно Хорошо. же, да. Есть, да. Ну, ваша поддержка, ну. Хорошо. Ну вот когда уже контуры более-менее понятно будут, мы подключимся. Здесь, ну, понятно, что есть регламенты особой экономической зоны, они их рассмотрят, а так пока у нас на данном этапе, Ради Фаридович, положительное заключение Министерства промышленности, Корпорации развития, Министерства экономики, поэтому на этой стадии мы поддерживаем проект, дальше все зависит от уже регламента, Напсовета, то есть экспертного совета. Давайте все-таки за это время, я предлагаю что сделать? В апреле с вами встретиться в Зуме, чтобы вы там очень комфортно сейчас работать, мы научились, так? Просто вы расскажете о ваших планах, расскажем, что делается, что удалось за это время. Буквально это займет 5-10 минут, но мы будем понимать, что мы там идем с вами в створе, в общих интересах. Хорошо. Договорились тогда? Так, хорошо, спасибо. Идем дальше. Уважаемый Ради Фаритович, еще один инвестиционный проект. Сегодня много не стали выносить юбилейный инвестиционный час. У нас модернизация и расширение производства под брендом «Нугуш» в Мелюзовском районе Республики Башкортостан. К стойке с продукцией данного производителя мы уже подходили. О концепции реализации инвестиционного проекта слово предлагается Ирику Муфаздаловичу Габасову, руководителя проекта. Ирик Муфаздалович. Добрый вечер, уважаемый Ради Фаридович, Андрей Геннадьевич и члены инвестиционного комитета. Наше предприятие создано 10 ноября 2002 года. На сегодняшний день на предприятии осуществляет свою работу следующие цеха. Цех по производству минеральной, питьевой воды и безалкогольных напитков. Цех по производству хлеба и хлебобулочных изделий. Цех по производству кваса и пива. Цех по производству полуфабрикатов. Тем не менее, уважаемый Ради Фаридович, действующее производство мощности предприятия не позволяет обеспечить спрос покупателей. Принято решение модернизировать и расширить производство. Для этого необходимо построить 3 быстро возводимых производственных корпусов из сэндвич панелей площадью 850 квадратных метров каждый, закупить современное оборудование. Тем самым мы планируем увеличить объем выпускаемой продукции, расширить ассортимент и создать дополнительные рабочие места. По предварительным подсчетам, при инвестировании данного проекта затраты составят 617 миллионов рублей. Из них 62 миллиона рублей – собственные средства. Наше предприятие будет приносить в бюджет общую сумму налогов в размере 365 миллионов рублей в год. Товарооборот увеличится от 186 миллионов рублей до 1 миллиарда. Разработан нами комплекс мероприятий по оптимизации производственных процессов и оборудования позволит предприятию достигнуть не только максимальной производительности, но и увеличить ассортимент. В дальнейшем планируем поставки нашей продукции на экспорт. Ввиду того, что основной вид деятельности не соответствует условиям государственного финансирования, завод лишен поддержки со стороны государства и возможностей для дальнейшего развития. Предприятие просит оказать финансовую помощь из бюджета Республики Башкортостан в части возмещения расходов на приобретение оборудования. Оказать содействие в вопросе продвижения продукции компании под брендом «Нугуш» на потребительский рынок республики через крупных ритейлеров. Спасибо за предоставленную возможность. Спасибо большое. Ильшат Ильич. Уважаемый Ради Фаридович, в рамках развития нашей программы пищевой промышленности и производства напитков как раз этот проект идет на расширение 600 миллионов, но и доведением выручки по году до миллиарда рублей. Значит, для нас она понятна. Есть один нюанс. К сожалению, пока прямую государственную поддержку под акцизным товарам мы не имеем права делать. Но мы, конечно, предлагаем компании пиво акцизное убрать отдельно, а само производство неалкогольного убрать. Поэтому здесь мы можем проработать по всем нашим направлениям. Но при этом надо понимать, что акциз идет в Республику Башкортостан. Любая поддержка, моментально мы получаем деньги в бюджет. Да, конечно. Прошу поддержать. А вот в рамках программы поддержки пищевой промышленности, то, что мы делали, там можем что-то помочь? Мы отработаем, отделить его надо будет под акциза. Ирик Муфаздалович, да? Там обратите внимание, там у нас есть программа, вы ее посмотрите с Ильшатом Ильичем. Там, Ильшат Ильич, мы же там договорились, да, что все-таки упор делаем на перерабатывающие, да. И вот таких руководителей в первую очередь поддерживать. Он уже все знает, ему только немножко плечо подставить, и он побежал. Рустам Наильевич, на связи, да? Рафаэль, слушаю, да, внимательно. Есть какие-то у вас комментарии? Нет, мы полностью поддерживаем данное предприятие, тем более там задействовано очень большое количество людей, они
помимо того, что основное производство, очень большой ассортимент хлебобулочных изделий, 49 видов. И постоянно помощь району во всех мероприятиях, которые проводятся. Мы поддерживаем то, что рабочие места будут дополнительно, и дополнительно в бюджет пополнение. Хорошо, спасибо. Тогда давайте через квартал встречаемся, уже там лично не будем, с Мелиузой на связь выйдете, чтобы мы посмотрели. Тогда давайте двигаться, уверенно двигайтесь, меры поддержки мы придумаем. Вы прямо сейчас не тяните, начинайте все там мероприятия по проектированию и так далее, куда вы хотите. Ладно, хорошо, спасибо. Спасибо. Владимир Фаридович, повестка наша исчерпана. Да, я понял. Я вот единственное, знаете, на что хотел обратить внимание? Вот мы когда смотрели первую таблицу, я каждый раз на это обращал, но я думаю, что мы сегодня должны сказать особое спасибо Илшату Ильдусовичу, потому что вы обратили внимание, что по количеству проектов и, самое главное, по сумме тех денег, вот, спасибо, но мне кажется, промышленность должна в 2022 году, в 2023 обогнать. И потом, смотрите, я в СМИ прочитал, не знаю, просто я в СМИ прочитал, еще хотел Шульдяеву задать вопрос. Значит, у нас, мы же загнали деньги какие-то небольшие на поддержку ремесел, так и прикладной деятельности. И вот в СМИ было сказано, по-моему, из доклада Шульдяева, что не пользуются, значит, потребители, потому что сложно оформлять. Это так или нет? У нас только программа началась. Тут выводов даже делать. Вот конкурс прошел вот неделю назад. То есть выводов сколько денег мы туда заложили? Там 3 миллиона. То есть, они еще даже не выбраны, да? Не, они выбраны, мы должны на этой неделе подвести. Андрей Геннадьевич, надо посмотреть. Слушайте, такой динамично развивающийся, мне кажется, вот отрасль, они там смотришь какие-то ярмарки, они чего только не производят. В одном Бирске я видел, там чего только нет. Ну, как силу сейчас на этой сумме отпилотируем, быстренько на небольшой. По заявкам активность большая была. Есть, да, заявки? Все, тогда, значит, если что, вот я... Вообще, в целом, там, Азамат Фаридович, надо посмотреть, я бы что хотел послушать, по итогам этого года поставить доклад Александра Николаевича, наверное, и Илшата Ильдусовича. Первое, как мы отработали программу поддержки легкой промышленности. Мы там уже все-таки второй год работаем, есть, наверное, что сказать. По прикладному мне доложите уже, что происходит по ремеслам. И Илшат Ильдусович доложит по пищевке. По нашей традиции, все наши там достижения мы забыли. Косяки удвоились и движемся дальше. Спасибо. Добрый день еще раз. Скажите, пожалуйста, вот вы побывали волей судьбы на 100-м нашем инвестчасе. Как у вас впечатление? Ну, во-первых, для меня огромная честь быть на юбилейном инвестчасе. Я, во-первых, поздравляю всех резидентов с открытием сегодняшнего парка. И что касается проектов, я впечатлена и количеством проектов, и вот балансом сельскохозяйственных и промышленных инвестпроектов, и той проактивной позицией руководства по работе с инвесторами, по такому очень предметному анализу, что им нужно, и предоставлению тех льгот, которые действительно позволяют реализовать проекты. Я для себя уже точно записала набор идей, как нам, инвесторам, помогать выходить на экспорт в будущем. Они еще только начинают инвестировать, а мы уже сейчас выйдем с предложением, выйдем с предложениями, как нам вместе с командой региона помочь сформировать их экспортные стратегии. Поэтому я впечатлена, и для меня действительно там некий задел на новый период для нашей совместной работы в части экспорта точно обеспечен. Спасибо вам. Спасибо. Скажите, а где вы считаете у нас точки роста в части экспорта Башкортостана? Мне кажется, у вас точно совершенно достаточно диверсифицированная промышленная политика, сельскохозяйственная политика, поэтому я вижу и в сельскохозяйственном производстве, и в пищевке, и в производственной сфере огромные перспективы. Главное, чтобы действительно было желание. Есть желание. Вот идет министр, улыбается с большими планами. Спасибо. Спасибо. Дарья Калерина. Спасибо огромное. Спасибо. Ждем не только вот уже, но уже весной посмотреть. Все, я уже приеду действительно на более такую... И может быть вы приедете тогда с командой, и как бы мы разбор полетов прям вот по каждому посмотрим. Все равно взгляд со стороны нам интересен. Мы на самом деле договорились, на следующей неделе мы уже сделаем ВКС с экспортерами по тем проблемам, которые... Я посажу свою команду, и через вот ВКС будем прям детально рассказывать проблемы. А с следующего года мы сделаем
такой график встречи, приездов. Мы просто решили, что и вот до онлайн. этого Вероника Олеговна, она говорит, неудобно было ездить, вроде вы же сильные, зачем вам помогать, время терять. Но мы сейчас поняли, что из какого-то региона надо делать пилотный сильный регион, чтобы обкатывать, наоборот, новые инструменты. И решили, что это Башкортостан. Да? Абсолютно, Я я заблуждалась, что я считала, что нас не о чем говорить. Мы точно совершенно, я говорю, я вот тебе исписала прям целый лист с идеями, и у вас команда решили, отличная, что мы будем несколько раз дополнять в год, друг друга. несколько раз в год, может быть, там какие-то еще посмотреть Башкортостан, вот есть у нас наработки. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Полета. Спасибо. До свидания. Олег, до свидания. Всем. Ради Фаридович, гости проводили инвестчас 100-й, тоже закончили уже. Ну вот у меня один вопрос холодный, я понимаю. Ну вот вы носитесь, буквально носитесь с каждым проектом. Я не знаю, каждое предприятие знаете. Чтобы запустить предприятие, это нужно очень внимательно и бережно к этому относиться. Это очень тяжелый труд. Невероятная конкуренция, сложная экономическая ситуация. Не будем, если лично по каждому предприятию всю силу власти, государства помогать, ничего не получится. Спасибо.